На фоне палітычнага крызісу, які ўжо перацёк у фінансавы і валютны, адбыўся доўгачаканы беларускімі ўладамі візіт расійскай урадавай дэлегацыі. Але для чаго яны прыехалі? Для таго, каб дапамагчы грашыма, ці для таго, каб наадварот выкручваць рукі і патрабаваць далейшых саступак? Як далей будуць развівацца падзеі ў эканоміцы і як это ўсё будзе адбівацца на нашых з вами гаманцах? У эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Лашкевич. Любимую не отдают, но, как мы видим, продают. Хочется вспомнить здесь хорошую шутку Шендеровича. Разговорчики в раю. Что за разговорчики в раю? То есть вот тебе еще страна отброшена лет на 10 здесь. Ну, зачем им после этого будет нужен Лукашенко? Итак, мы зараз усё часцей чуем гаворку про валютный кризис. А что отбывается на самой справе? Есть прикметы кризису? У нас, как минимум, состояние такое же, которое предшествовало всем предыдущим нашим валютным кризисам. То есть достаточно сказать, что население купило примерно столько же наличной валюты, сколько совершало эти покупки, скажем. То есть это рекорд с декабря 2010 года. С другой стороны, данные по покупке валюты юридическим лицам тоже свидетельствуют о том, что это рекордные, опять же, с декабря 2010 года цифры. Про что это говорится? Ситуация немножко другая политически. И, видимо, курс сейчас играет роль показателя стабильности, как у нас принято говорить. Соответственно, ты начинаешь распродавать свои резервы, ты продаешь, ты сам становишься Нацбанк продавцом валюты. Но дело в том, что объем спроса был такой, что, судя по данным, опять же, новые данные о состоянии золотовалютных резервов страны, было потеряно за месяц 1 400 000 000 долларов. Из них только на погашение, то есть то, что, в принципе, нормальная ситуация потери резервов, это погашение внешнего долга, там порядка 350 миллионов долларов, то есть больше миллиарда фактически означает, было потрачено, было продано для того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Это, в общем, на самом деле гигантская величина. Нацбанк, считая, что это исключительно спекулятивный всплеск, тем не менее полному потенциалу ожиданий девальвации реализоваться не дал. Иначе мы бы видели уже снижение курса вниз. Ну и что будет отбываться далее? Что нам будет далее робиться? Это зависит, на самом деле, от нескольких сценариев, что может произойти. Как я люблю говорить, из источников, не заслуживающих никакого доверия, в Нацбанке прорабатывают сразу несколько сценариев возможного развития событий. Там не сильно важно сейчас обсуждать, что делается в каждом конкретном из этих вариантов, но важно понимать, что там нет сценария улучшения ситуации. То есть, когда внезапно все рассосется, как принято говорить. То есть, самый благоприятный сценарий – это сохранение существующих тенденций. Два последующих – это сценарий ухудшения тенденций, и третий – он уже кризисный сценарий. Из того, что планируется, вероятнее всего, и допустит Нацбанк в ближайшее время, что, возможно, откроются линии пополнения валютной ликвидности для коммерческих банков, не рублевой, которая зажата, а именно валютной. Это примерно аналогично тому, что делал, скажем, Центробанк России в самом конце 2014 года, когда был острый тоже валютный кризис в России. И, судя по всему, будут сняты пруденциальные ограничения по... резервах? Нет, я имею в виду в данном случае по таким негласным потолкам процентных ставок по депозитам населения в коммерческих банках. И, видимо, будут позволено, создавать эти депозитные продукты с повышенными процентными ставками. И плюс, особенно на что я хотел бы обратить внимание, о чем говорит Мурин в двух местах сразу, о том, что им бы хотелось избежать повышения процентных ставок в экономике в целом. Это один из самых нежелательных сценариев, потому что, как он считает, степень ажиотажного спроса сейчас столь велика, что одними процентными ставками, повышением его не сбить. И что может далее отбыться? Какие варианты? Мы в прошлой передаче говорили, что если такими темпами все продолжится, то, в принципе, та самая компонента золотовалютных резервов, эти деньги в тумбочке, ликвидные ресурсы в иностранной валюте, которых сейчас 3 миллиарда 200. То есть если терять по миллиарду только на интервенции каждый месяц, то у тебя как раз где-то до конца года только денег и хватит. То есть то, о чем мы говорили. Поэтому если эта тенденция продлится, то очевидно, что какие-то более серьезные ограничения придется вводить.
Вот вполне возможно, что это может быть, да, там частичное закрытие рынка, частичное рационирование валюты, как это было в 2011 году. Кстати, нацбанки открыто уже говорят, вот к вопросу об отбрасывании назад, все достижения последних 5 лет, вот все, что достигнуто было с кризиса 2014-2015 годов, валютного, ну и, соответственно, потом экономического спада 15-16, все пущено коту под хвост. То есть экономическая политика на уровне инструментов, которые сейчас есть, она вернулась тоже примерно уже не на 5, а даже, может быть, и где-то и на 10 лет назад. Ну, і так само ситуація на валютному ринку буде залежати від ситуації з заміжним гандлем, так, і з тим, наскільки білоруським владам удасться перекредитуватися. Да, мы как раз об этом говорили, о том, что у нас интерес. Да, именно так, что сейчас все взоры обращены в сторону России. Уже выяснилось, что речь идет о кредите, точнее, попросили мы о рефинансировании 600 миллионов долларов, а не все-таки миллиарде. Это, судя по всему, сумма наших обязательств перед Россией на следующий год, то бишь это только 2021. Значит, причем там, как сказать, запросы у белорусской стороны, судя по тому, что пишут в России, значит, они такие не слабые, в том смысле, что давайте вы нам это рефинансирование еще и выдадите на 15 лет. То есть мы 15 лет, значит, будем возвращать основное тело долга. Да? Ну, как мы понимаем, 15 лет в нынешней ситуации, когда неопределенность такова, что непонятно, что будет через месяц, это, конечно, гигантский риск. То есть если это рефинансирование и будет, я не представляю, по каким процентным ставкам оно должно быть. Возникает натуральное питание, что за это даст Лукашенко России? Анекдот заключается в том, что, судя по всему, Россия сейчас не очень торопится даже и помогать-то. Потому что из того, что было сообщено, а сообщено было довольно скудное сведения относительно того, что же достигнуто. То есть говорили о том, что есть некий прогресс, там, значит, плодотворные переговоры и так далее. У нас были 2 основных мероприятия. Это встреча Лукашенко с Мишустиным, премьером России, и, соответственно, встреча на уровне Минфинов, где, собственно, видимо, и обсуждались вопросы финансовые. И вот, судя по Минфинам, там речь идет о том, что у нас же, как мы уже рассказывали, есть опять накопившийся долг оплаты за российский газ. Вот у нас уже было несколько лет назад такая история, там до 700 миллионов мы догнали, потом его таки погасили. Сейчас это примерно 350 миллионов. И смысл в том, что, значит, прежде чем, судя по всему, как Россия говорит, прежде чем разговаривать о каких-то там других суммах, там, значит, вы сначала закроете вот то, что у вас накопилось в течение этого года. То есть может получиться так, что нетто результатом этих переговоров будет не сколько краткосрочное послабление ситуации на валютном рынке, сколько ее ухудшение. Потому что сейчас уже, например, вот Интерфакс писал, что белорусская сторона пообещала к концу сентября или раньше закрыть вопрос вот этого накопившегося долга по газу. То есть получается, что Россия не очень-то торопится помогать, а скорее, наоборот, выкручивает руки и говорит, прежде чем разговаривать, верните свои долги. Больше того, даже если предположить, что там в страшном сне, да, как, наверное, твой любимый аргумент, что делать, а если Лукашенко пойдет продавать суверенитет, значит, в Россию, да, потому что про это же много опасений существует. Как можно здесь сказать, да, что, как Лукашенко говорил, любимую не отдают. Она любимая, а любимую не отдают. Но, как мы видим, продают, да. Вот. Смысл ведь заключается в чем? Что если Россия добьется от Лукашенко тех уступок вот в международной сфере, которые им нужно, то зачем им после этого будет нужен Лукашенко? Ну, а что тычыцца на ситуации с предприемствами, одни из наивеликших валютных доноров, это парк высоких технологий. О, да, вот тут вообще совершенно удивительная ситуация начинает происходить. В компанию PandaDoc, одним из сооснователей которых является Микита Микада, который, значит, как мы знаем, был инициатором создания, вот у нас же есть несколько фондов, да, в которых айтишники, как сказать, вкладывали деньги, вот там либо помощи пострадавшим от насилия, да, либо тем, кто потерял работу, либо там есть специальный фонд, значит, переобучения силовиков, которые решили по своим политическим убеждениям, значит, покинуть силовые. Да, совершенно верно, да, то есть
Вот, и он уже рассказывал в интервью порталу DevBuy, что около 600 заявок уже рассмотрено такого рода, то есть их гораздо больше. Удовлетворено меньше, но рассмотрено около 600. Ну, естественно, как мы понимаем, никакой политики, чистая экономика. Значит, в офис, который находится в парке высоких технологий, пришел департамент финансовых расследований, 4 человека задержаны. Ну и, в общем, как бы помимо всего прочего, мы же знаем, что еще и сотрудники компании ПВТ выходили на там, цепи солидарности, да, тоже из них довольно многое количество людей задержано. Это то, что касательно IT. Вообще, конечно, ДФР в ПВТ, это, в общем, как бы когда-то, буквально еще, может быть, год назад, да, ситуация казалась просто непредставимой. То есть, какие наступства зараз из этих силовых дзеней уточнений айтишников? Судя по, что называется, данным с разных сторон, значит, есть данные опроса руководителей компаний, которые в ПВТ входят, есть данные с другой стороны, со стороны консалтинговых компаний, которые помогают этим, значит, IT-конторам по тому, сколько что называется, рассматривают варианты перемещения своих офисов, сотрудников и так далее. То бишь, по данным с той стороны, это более 150 компаний. Значит, из них около десятка с небольшим уже приняли решение о полной релокации, частичной релокации более 50 компаний, более сотни рассматривают такие возможности. То есть более 150 компаний рассматривают возможность покинуть вот этот самый рай, как сказал Лукашенко. Он же вот 1 сентября на День знаний в Барановичах выступал и сказал, значит, да что этим айтишникам надо, я же для них уже создал рай. Нет, оказывается, значит, им чего-то не хватает, видимо, власти или чего-то еще. Вот такой вот рай, значит, он налоговый был создан. Да, хочется вспомнить здесь хорошую шутку Шендеровича, давнюю, правда, да, значит, разговорчики в раю. Ну, то есть, что за разговорчики в раю? Так вот, просто чтобы как бы понятно было, что такое возможная потеря 150 айтишных компаний. Я даже думаю, что это только, возможно, это только начало. Да? Потому что ведь мало того, что это потеря прямых налогов, которые здесь платятся, потеря валютной выручки, которая в страну приходит, да, сокращение ее имеется в виду. Плюс, это же тоже немаловажная штука, все-таки это были люди с высокими доходами, и, соответственно, это сокращение внутреннего спроса. То есть это сразу задевает довольно большие индустрии. Сами айтишники, да, там флагманы, ее оценивают происходящее как, ну, то есть отрасль отброшена там на 10-15 лет назад. Вот примерно, что это означает. И я уже не говорю там о такой отрасли, как медицина. Мы же видим, что у нас топовых, буквально топовых врачей, да, которые, ну, таких просто единицы в стране, то есть увольняют с работы именно по политическим основаниям. И здесь же представь себе, то есть речь идет о чем? Что мы сейчас, что студенты, да, что преподаватели, что, значит, айтишники, что вот те же самые врачи. Да? Это же реально самые топовые кадры. То есть представь себе, что в стране, ну я не знаю, там, скажем, не знаю, сколько у нас там топовых кардиохирургов, ну там с десяток, наверное, максимум, да, потеря 1-2, то есть это... 10-20%. Да, и где ты их найдешь? Потому что 5 лет подготовить, еще 5 лет, чтобы так научиться это все делать, да, то есть вот тебе еще страна отброшена лет на 10 здесь. Понимаешь, это разовые такие штучные вещи, которые невозможно заместить прямо сейчас. Ты не можешь импортировать такие... то есть это то, что сейчас происходит, это огромная потеря для экономики. Лукашенко спробує вирішити цю проблему ось на Раді безпеки, что люди в погонах... Так вот, понимаешь, вот в том-то и анекдот. Вот это самое совещание 5 сентября с Советом Безопасности, которое ты упомянул, оно же вообще удивительное на самом деле с точки зрения риторики. То есть Лукашенко дословно говорит, как бы нам, людям в погонах, помочь экономике. И дальше звучит такая фраза. Мы, занимающиеся экономической безопасностью, должны помочь экономике, а именно, значит, поддержать правительство, предприятия и Нацбанк.
На той же нараде Лукашенко сказал, что зараз у экономицы процессы наладятся, потому что идет другая хваля коронавируса, мы не зачинялись, идет попыт. В Европе и в мире, да. Так, а у нас его немає, і атрымліваецца, мы працуем, і дзякуючы этому зараз заробім вельмі шмат грошей на боязливости европейцев и американцев, которые зачиняются. Первое, это то, что он говорил, что у нас как бы с коронавирусом все в порядке, и там, значит, как там было, на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Ну, это уже не так. Случилась вещь, на которую многие обратили внимание. У нас были засекречены данные по смертности в стране за второй квартал. Вот. Но дело в том, что данные по смертности не забыли передать в ООН, данные, которые обновляются 2 раза в год. Соответственно, вот данные середины года, значит, они там есть. И можно легко построить график смертности этого года на фоне смертности предыдущих лет. И видно, как обычная ситуация графика с, скажем, месяцев, когда обычный грипп, там, пневмонии, да, это январь-февраль, пика, идет нормальные месяцы, постепенное снижение количества смертей, а у нас такая ровненькая с марта по вот эти летние месяцы, ровненький их рост. И уже посчитали, что вот эта избыточная смертность, которая вовсе не обязательно, конечно, атрибутирована целиком коронавирусу, но все равно, то есть как бы порядок величины, да, можно из этого оценить, это 5-5,5 тысяч избыточных смертей, что, ну, более чем на порядок превышает официальные данные. Но по поводу вот этой вот аргументации на тему того, что весь мир позакрывал свое производство, а мы не закрылись, а спрос типа растет, вот он говорит, вот есть, значит, судя там по международным данным, есть рост на продукты питания. Я, правда, так и не понял, рост чего? Цен, спроса, там, потому что если смотреть на данные, как бы, да, там, значит, международных баз там по производству продуктов питания вообще сельского хозяйства, там никакого роста особо не наблюдается, ни цен, ничего, да. Вот. Но дело в том, что это тоже какое-то удивительное, искаженное представление о том, как экономика работает. Он фактически сейчас повторил коротко свой тезис, который в развернутом виде он однажды уже рассказывал. Было совещание с руководством экономического блока страны, оно так называлось, 23 июля, то есть еще до выборов. И там была такая, значит, очень интересная вещь, что я попытаюсь логику его восстановить. Значит, экономика в мире сжалась. Из-за этого спрос на сырье упал. Значит, соответственно, и цены упали. Ну, логично, спрос упал, цены упали. Значит, сырье подешевело. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле и типа из этого что-то произвести. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. В действительности не бывает такого, чтобы спрос на конечный товар и спрос на сырье так сильно между собой расходились. То есть если происходит падение совокупного спроса, связанного с закрытием экономик, то одновременно схлопывается спрос и на конечный товар, и на сырье как следствие. В конечном счете тебе же сырье не нужно больше ни для чего, кроме как для производства. Вот, и поэтому представление о том, что сейчас в мире депрессия, и поэтому мы сейчас дорого что-то продадим, ну, оно на самом деле неверное, так не бывает. Все ж таки выснова, наколькі магчымая эканамічная стабілізацыя пры дзейнай уладзе, пры тым, колькі людзей лічаць, што яна незаконная або не выйграла выборы? Ну, нет, понимаешь, стабилизация это всегда возможно, вопрос на каком уровне. То есть, если у тебя есть дисбалансы во внешнем секторе, а бегство капитала, которое мы сейчас наблюдаем, и, видимо, будем наблюдать как раз свидетельство о том, что эти дисбалансы есть и будут, они, в общем, балансируются сжатием внутреннего спроса. То есть, в переводе на нормальный русский язык это и есть вот это вот. Если вы будете меньше есть, то, соответственно, значит, у вас не за что будет эту избыточный спрос на валюту и на импорт предъявлять, и вот у вас будет некое равновесие. Но это равновесие очень убогое, понимаешь? Оно равновесие на крайне низком уровне. Равновесие, из которого нет выхода в рост, которым можно было бы покрывать долги по внешнему сектору. То есть это такое равновесие, которое в конечном счете все равно означает погружение в болото. И плюс, что самое главное, это равновесие, которое лишает страну перспектив на будущее. Даже если в рамках
нынешнего политического кризиса какая-то экономическая стабилизация наступит, то политический кризис, он не разрешится так быстро для того, чтобы не создавать постоянно новых очагов вот этой экономической напряженности. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и в социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.